Ассаламу алейкум. Я надеюсь, меня слышно. Если кто-то из зрителей находится сейчас, смотрит трансляцию, прошу написать в чате, слышно меня или нет. Думаю, что люди подтянутся со временем. А, Вроде бы я протестировал все и должно быть слышно. В общем, начинаю трансляцию. Сегодняшний разговор будет насчет типографики. И меня попросили сделать обзор работы, плюс рассказать о принципах типографики, потому что сейчас, если искать в интернете, в принципе, сложно найти такие ресурсы, которые полностью объясняли бы основы. То есть мне казалось, что это легко найти, но так как такой отзыв был, что сложно найти полезные и удобные и понятные ресурсы, я решил хотя бы как-то дополнить и записать. Э, Начиная с теории, будем уже дальше переходить на более практические моменты. Э, Касательно самой теории, есть много источников, можно с книг брать, различных онлайн статей и так далее. Мне классификация в типографике больше всего понравилась на курсе Awards. Данный курс я приобрел на этом сайте Awards Academy. Автор Марио Шестак. Очень качественный курс. Я решил просто тезисно пройтись по тому, что здесь приводится. Не стал готовить презентацию отдельную, потому что все-таки это не курс, который я готовлю, а просто короткий стрим. И я просто заскринил тезисные моменты из его курса и буду проходить про них. В общем, касательно теории. В первую очередь хотелось бы пройтись по классификации шрифтов. Классификация шрифтов, ее можно найти в интернете вообще в совершенно разных видах. Классификация бывает как по типу геометрии, так и по типу по историческому влиянию на эти шрифты, то есть по времени, скажем так. Данная классификация является такой более усредненной, и чтобы люди не путались и не уходили слишком далеко в эти детали, в общем, все это сводится к данным категориям. Сначала, если смотреть прям вот очень сильно обобщать, то это по сути получается шрифты с засечкой, шрифты без засечек, шрифты ручные и декоративные, то есть имитирующие ручной шрифт. Затем можно это чуть-чуть более усложнить, эту классификацию, и вместо того, чтобы декоративные и скрипт, можно их назвать слаб, то есть брусковые шрифты, дисплей, это которые тоже декоративные, но более для заголовков предназначенные. Handwritten — это написанные от руки, и black letter — это имитация старой каллиграфии. В современном вебе это редко встречается. Затем, переходя уже к
шрифтам с засечками можно их разделить на три категории. Динамичные, переходные и статичные. Касательно динамичных, их отличительные черты заключаются в том, что они похожи на каллиграфию, то есть они довольно старые, эти шрифты в основе своей они появились раньше, чем другие. Проверю комментарии, может кто-то написал что-то. Нет, еще никто не пишет. Окей. В общем, динамичные, они похожи на каллиграфию, то есть похожи на то, как будто бы их пером писали. То есть можно увидеть, что здесь имитация есть надписи пером, потому что само перо, оно как бы тонкое и в то же время длинное. И когда мы, допустим, сверху вниз проводим пером, оно оставляет такой широкий след, в то время как если мы в бок идем, то этот след остается очень тонкий. И можно заметить, что у динамичных шрифтов ось у буквы О, она смещена, то есть она не ровная, не статичная, а как бы наклонена налево немного. Ну, здесь уже более подробно приводятся эти характеристики. То, каким образом здесь сама засечка сделана, то есть она более органичная, то, каким образом здесь так называемый терминал, то есть вот этот кончик, который свисает, как он имитирует каллиграфический стиль, тот самый баланс, который смещен налево. И примеры этих шрифтов: Garamond, Jensen Pro, Bembo, Saban. Все эти шрифты, которые приводятся здесь, они в первую очередь доступны в латинице. Касательно кириллицы нужно уже проверять. Иногда, допустим, некоторые шрифты не бывают доступны в кириллице. Это уже дополнительная задача для тех, кто работает над русскоязычным как бы сайтом или же приложением, проверять наличие кириллицы для тех или иных шрифтов. Затем примеры можно увидеть использование этих динамичных шрифтов. Казалось бы, они более такие историчные, более такие утонченные, но при этом в современных модных, так сказать, сайтах они часто используются тоже и довольно успешно передают такую немного атмосферу утонченности. Затем переходные шрифты. Переходные, в отличие от динамичных, у них более, скажем, рациональные формы, менее похожие на каллиграфию. Можно увидеть, что центр буквы О, он уже, то есть сбалансированный, но касательно буквы Е, он все еще смещен налево немного, то есть наклонен налево. Сами засечки более геометричные, терминалы скругленные здесь, и, как уже было сказано, вертикальная линия, она для буквы О ровная, а касательно буквы Е она уже наклоненная налево. Примеры шрифтов из переходных: Baskerville, FS Keslan и Miller. Примеры можно увидеть здесь тоже, в принципе, довольно-таки современный подход можно найти посредством этих шрифтов.
Но опять же, нужно учитывать, что такой шрифт, например, он вряд ли подойдет для маленького текста на приложении iOS или Android, если это какой-то технический элемент в приложении. Допустим, даже в тех же примерах здесь можно увидеть, что мелкие подписи, они используются, они реализуются с помощью шрифтов без засечек. Но в качестве текста длинного, для того, чтобы читать длинный текст, этот шрифт очень хорошо подходит. И также для заголовков и таких декоративных вещей тоже. Дальше мы переходим к статичным шрифтам из категории с засечками. Статичные уже можно видеть, что они сбалансированы еще сильнее. Есть больше контраст между вертикальными и горизонтальными линиями сильнее. Также касательно самих засечек, сами засечки очень тонкие и геометричные. Также касательно вертикального стресса, так называемый стресс, или же вертикальная линия, которая соединяет верхнюю и нижнюю часть, она ровная как для буквы Е, и так и для буквы О. И, в принципе, можно заметить, что вот эти шрифты, они более острые и более контрастные. Примеры Didot, Elephant, Bodoni, Wellbaum. Bodoni и Didot закрепили за собой такую репутацию шрифтов для, допустим, журналов для моды или что-то связанное с современным искусством и так далее. Также может подходить под какие-то студии, которые занимаются каким-то ручной работой. То есть они передают какую-то утонченность, но и при этом современность, как скажем так. Примеры, опять же, для заголовков этот шрифт очень хорошо работает, но также нужно учитывать то, что для обычного текста, мелкого текста, он уже будет сложновато будет его читать, поэтому нужно учитывать, что этот тип шрифта используется только для заголовка. Затем переходим в категорию шрифтов без засечек. Такие же категории у нас идет Dynamic, динамичный, переходный, статичный и геометричный. Просто дополнительная секция есть у нас геометричный. Остальные повторяют категории с категории сериф. Те же самые правила применяются к динамичным шрифтам. Можно увидеть, что здесь есть какая-то имитация каллиграфии, хоть и не такая сильная, как и в шрифтах с засечками, но то, каким образом ширина этих линий меняется в зависимости от того, как эта линия движется, можно заметить какую-то тенденцию, которая как бы продиктована каллиграфическими приемами. Какие есть здесь еще признаки? X-height – это то, что высота, начиная от нижней части до верхней части буквы X, которая маленькой буквы X, но также подходит под все остальные буквы, просто они могут немного выпирать, где есть скругление. В общем, высота достаточно высокая по отношению к остальным буквам, то есть по отношению к большим буквам, заглавным. Также
так называемые каунтеры, то есть вот это открытое пространство, оно довольно большое, и вот эта линия, она немного наклонена налево. Типы шрифтов динамичных, примеры можно увидеть здесь: Drill Sans, National, Fira Sans, Noto Sans. В принципе, такие шрифты работают хорошо в качестве основного текста, также и в качестве мелких элементов они, в принципе, довольно-таки хорошо работают, но все-таки то, каким образом, допустим, буква А здесь детализирована, некоторые элементы иногда нужно проверять в мелком размере, как они работают, и, возможно, более геометричные будут работать лучше. Примеры, опять же, можно как бы проследить то, какой стиль используется, применяется в этих примерах. Не сказать, что он супер такой динамичный, современный и так далее в плане самого стиля сайта, то есть более такие спокойные, ну, если не учитывать вот этот сайт, сам вот этот шрифт, он, учитывая то, что он как-то имитирует каллиграфию, лучше подходит под что-то более спокойное. Ну, бывают исключения, то есть не означает, что нужно прям следовать таким правилам. И вот пример того, что исключение из правила. Переходные шрифты. Тут можно увидеть то, что высота X-height не такая уже и высокая по отношению к динамичным. Вот у буквы G есть характерная такая засечка, которая напоминает стрелку, которая направлена вверх, вправо, вверх. Уже пространство у открытых элементов, то есть можно увидеть вот здесь и вот здесь, это пространство ближе друг к другу. Ну и в принципе то, что у О баланс идет прямо по центру, это тоже признак. Примеры: Founders Grotesque, Accident, Franklin Gothic и Bureau Grot. Founders Grotesque, кстати, очень популярный шрифт. Советую с ним поиграться, если у вас будет возможность в проекте. Также и остальные шрифты, и они не ограничиваются на этих 4, конечно же. Из примеров того, как вот эти работы в дизайнах применяется данный тип шрифтов, вы можете видеть здесь. Довольно-таки современно и как-то модно выглядит это уже. Такая типографика считается более модной. Опять же, нет такого, что именно вот этот тип нужно использовать, всегда нужно экспериментировать. Затем статичные. Данный тип уже таким же образом действует, как и шрифты с засечками статичные. То есть у нас здесь баланс ровный, у буквы Е тоже баланс ровный идет. Вот эти расстояния между то есть вот это открытое пространство между этими двумя окончаниями буквы Е более такое узкое, и также линии идут параллельно друг другу. У буквы J есть вариация, если можно заметить в этих примерах, в большинстве своем буква J более такая сложная. В данном типе она упрощена, то есть только одна линия идет. И терминалы у нас ровные.
Касательно самих определений, терминалов или же в основном это, кстати, на английском идет. Я даже переводы на русский язык не очень хорошо знаю, потому что больше на английском это делаю. Но сами те термины стоит отдельно загуглить, потому что в данном стриме это будет слишком долго, поэтому я буду просто вкратце говорить терминалы, горизонтальные, и эти терминалы, они последовательны, то есть они ровные везде. Самый популярный, конечно же, Гельветика, также Universe, Аккурат и Noisette. Примеры статичных шрифтов. Теперь касательно геометричных, возвращаясь к статичным шрифтам, статичные шрифты, они настолько универсальны, что я советую использовать их практически в любом проекте, если нет каких-то специфичных требований. То есть статичные шрифты, они настолько вошли в обиход как рабочие лошадки дизайнеров, что какой бы это ни был проект, если там нет каких-то специфичных требований, тот же Гельветика или же Аккурат, он подойдет. Касательно геометричных, это уже более специфичные шрифты. Геометричные, они основаны на формах, на геометрических формах, круг, квадрат или же треугольник. То есть буква А здесь можно уже видеть, что она практически круглая. Буква А также выполнена в таком виде, то есть у нас нет такой, вот эта засечка, она не заходит направо, как в примере Гельветики, она прям ровно идет вниз. Контраст между вертикальными и горизонтальными линиями, он минимален. И также высота X-height, она тоже достаточно низкая. Учитывать нужно то, что этот шрифт, возможно, не лучшим образом считывается в мелких размерах. Примеры в первую очередь приходят в голову Futura, но также Avenir, Nexa, Mont. Futura – один из самых популярных среди геометрических шрифтов. Примеры, опять же, это более такие утонченные, также можно связать с модой, с парфюмерией и так далее, то есть что-то более утонченное, либо что-то связанное с архитектурой. То есть, если подводить итог, у геометричных и у шрифтов с засечками и шрифтов без засечек есть по 3 одинаковых субкатегории и также дополнительная категория геометрический у sans-serif. Это нужно знать для того, чтобы, во-первых, выбирать подходящие шрифты для своего следующего проекта. Во-вторых, для того, чтобы знать, как создавать шрифтовые пары. Касательно стратегии подбора шрифтовых пар друг с другом, есть разные подходы, но в принципе, если не углубляться слишком сильно, совет такой, что если вы подбираете пару serif и sans-serif, то выбирайте одинаковые подкатегории. Допустим, если переходной у serif, то также переходной у sans-serif. Если динамичный у serif, то также и динамичный у sans-serif. Есть ошибка, которую многие дизайнеры допускают, это то, что они иногда выбирают пары слишком похожие друг к другу, то есть могут взять шрифт из serif динамичный и сделать пару с ней serif transitional, переходной,
это уже выглядит как будто бы ошибка скорее, чем разница между двумя шрифтами. И это нас подводит к следующей теме, это же контраст. Контраст между шрифтами и контраст между размерами шрифтов. Это то, на чем практически базируется типографика. Если будем уже на практике это показывать, то есть такая система Scale of the Fonts называется, то есть начиная от H1, заканчивая самым мелким размером, это обычно caption, то есть подпись. У нас будет идти градация размеров шрифтов. Если мы возьмем, допустим, для H1 размер 100, дальше H2, опять же, есть различные подходы к этому. Есть в той же фигме или же в скетче или же в фотошопе есть вот такая система градации и размеров. Можно заметить, что чем меньше размер, тем меньше увеличение от одного до следующего размера. То есть здесь, допустим, 144 и сразу же 288, а здесь только по одному увеличивается. Это все потому, что чем меньше шрифт, тем больше заметна разница между одним или же другим размером. И можно заметить, что в данной градации очень много пунктов, и данные пункты, они в принципе, можно их использовать, но это слишком усложняет. То есть я не советую брать все эти размеры, советую упрощать как можно больше и использовать как можно меньше размеров для шрифтов. Допустим, у нас идет H1, затем для H2 мы можем использовать размер как бы в 2 раза меньше, чем 100, допустим, 50. Дальше мы можем H3 сделать 25, еще в 2 раза меньше. Затем это может быть H. Здесь уже можно параграф сделать. Для параграфа, допустим, мы возьмем 18. Затем у нас будет caption, подпись 12. В принципе, вы можете обойтись вот этим количеством градаций и размеров шрифтов для более-менее простого проекта. Особенно для начинающих я советую не усложнять себе задачу и не добавлять слишком много размеров. Если мы посмотрим пример такс. Ассаламу алейкум, мне кажется, или микрофон вибрирует. Голос как у бараши и смешарика. Окей, если кажется, то нормально. Если мы посмотрим пример градации шрифтов в Material Design и также у iOS Human Interface Guidelines, и вот пример того, как используется градация размеров у Material Design. И также посмотрим градацию у iOS. Так.
типографика. Вот градация у iOS. Так, здесь мы можем увидеть, что количество элементов достаточно большое, то есть H1, H2, H3, H4 и так далее, до H6 доходит. Затем подзаголовок 1, подзаголовок 2, затем параграф 1, параграф 2 и также отдельный стиль для кнопки, для подписи и оверлайн. Вот эта система, в принципе, покрывает все, что вообще можно покрыть, все типы проектов. Больше, чем это, вообще не нужно использовать. Но это не значит, что нужно использовать все эти размеры. Так как Material Design он предназначен для широкого спектра, будь то сайтов или же приложений, или же каких-то digital приложений, там, не знаю, киоски и так далее. То есть все туда входит, поэтому они покрывают прям вообще все, что возможно. Также касательно iOS, здесь своя специфика, так как у iOS размеры мобильные, то есть ограничивается максимально размером iPad, у них большой заголовок только 34, и разница между вот этой градацией не такая уже большая, то есть тут контраста такого большого нет. Все это потому, что как раз-таки, как мы говорили, в маленьких размерах контраст замечается намного сильнее, чем в больших. И опять же, это не значит, что нужно использовать все эти размеры. Нужно стараться упрощать как можно больше. Затем, возвращаясь к этой системе, можно, допустим, усложнить ее немного. Сделать, допустим, 18 для параграфа номер 1, сделать либо 16, либо 14 для параграфа номер 2, сделать подзаголовок 1. Если у нас здесь 25, то здесь может быть, допустим, 22. И, ну, в принципе, даже здесь нет необходимости добавлять второй. Опять же, я это делаю с учетом упрощения. То есть сейчас я показываю то, каким образом можно как бы усложнить систему. И таким же образом, если у нас есть какие-то дополнительные элементы, которые необходимы, и это мы можем узнать по ходу дела создания дизайна, мы можем добавлять. Сейчас у меня система, начиная от H1 до H3, делится на 2, а дальше уже идет градация. Тут нет такой математической градации, но все же на глаз, если смотреть, более такая мелкими шагами все это идет. Так, какие у нас здесь еще комментарии? Экран справа заходит за пределы. Окей, если время будет, получится рассказать о шрифтах, логотипах. Насчет логотипов, я думаю, что это будет отдельная тема, потому что там своя специфика, и я сам не являюсь дизайнером логотипов. Я думаю, что наши графические дизайнеры сделают отдельный стрим.
Касательно того, что экран выходит за пределы, так, нужно посмотреть быстро в настройках. Можно масштабировать его мышкой. Окей. Как это можно делать? Вот так. А как масштабировать? Так, я не уверен, как это можно масштабировать, но я думаю, что мы можем обойтись такой системой. Примерно вот так. Отцентрируем. Так, возвращаемся к нашей типографике. Буду показывать на примере того, как я это применял на одном из своих последних проектов. Типографика для приложения, которое я делал. Шрифт использовал Swiss, один из моих любимых шрифтов, потому что он, во-первых, работает на практически всех языках, поэтому он называется Swiss International. Во-вторых, он является статичным, то есть рабочая лошадка, которая, в принципе, практически под все проекты подходит. И также то, как он, сам этот шрифт выглядит, эстетически он, в принципе, можно добиться нормального, более-менее нормального вида на всех возможных платформах. Что бы это ни было, этот шрифт будет работать. И также то, как он в капсе работает и обычным прописными и так далее, то, как он работает, просто потому, как я тестировал, меня сильно устраивает. Как можно здесь заметить, у меня 4 заголовка. Первую, я их как бы оглавляю посредством букв, то есть S, M, L, XL, подобно тому, как одежда, как бы размер одежды применяют. Нахожу это более удобно, но каждый может по-своему делать, и с цифрами и так далее. Но нужно учитывать то, что если кто-то работает в команде, очень важно понятные названия давать своим стилям шрифтов. И также нужно заметить то, что я применяю стили, я не просто делаю какие-то размеры и все, я добавляю их в стили. Если мы посмотрим детально сам этот стиль, я отсоединю от стиля, можно увидеть, что у меня минус 3 идет процента по межбуквенному расстоянию. Это сделано для того, чтобы компенсировать то пространство, которое между буквами появляется, когда размер слишком большой, это пространство, оно кажется слишком большим. То есть, если я верну это в 0%, опять же, это не правило, это то, как в большинстве случаев у меня работает. То есть, не нужно стараться всегда это применять, можно экспериментировать и так далее. Но есть такая тенденция, что чем больше шрифт, тем меньше нужно использовать межбуквенное расстояние. Советуется меньше использовать. И это также применено в тех же типографических стилях Material. Вот здесь можно увидеть, что минус 1,5 пикселя идет для H1, минус 0,5 для H2, 0 уже на H3. И чем меньше размер, тем больше как раз-таки межбуквенное расстояние. То есть, если уже идет мелкий размер, то мы можем увеличивать наоборот. И также это зависит от самого шрифта. То есть, здесь у нас работа сам по себе более-менее узкий шрифт, поэтому он не требует такого сильного заужения в больших размерах, а в мелких размерах как раз-таки он требует. Поэтому здесь можно заметить такое
большое расстояние в мелких размерах. Swiss не такой узкий, поэтому у меня тут не такой большой, допустим, на мелких размерах у меня не такое большое межбуквенное пространство. Опять же, здесь у меня в процентах, а не в пикселях. Но дальше, если вот так проходить, так, я сейчас верну все свои стили. Uh, 20, 48, 40, 28, 20, 16. В этой градации у меня, если я не ошибаюсь, у меня идет все то, что делится на 2, то есть я не использую 5 или же 7 и так далее. 20, 16, но 16 у меня здесь medium, то есть не просто regular, но medium. В то же время у меня есть 16 стиль для параграфа, но он не medium, он regular. Параграф 14 среднего размера я уже увеличиваю на 1%. Параграф 12 еще больше. И отдельный стиль для кнопки. То есть, хоть это у меня идет сверху вниз, но для кнопки я использую больший размер, чем для параграфа, потому что для больших кнопок хочется сделать это максимально удобно для нажатия. Поэтому button L у меня 18 и button S у меня 14. Затем, если мы будем смотреть на сам дизайн, то это уже сводится к тому, чтобы просто-напросто применять необходимый стиль. То есть самый большой у меня размер идет на скрине приветствия 40. Дальше я этот размер уже больше не использую, только в приветствии, потому что это довольно-таки большой шрифт. Дальше у меня идет 28, и в принципе заголовки везде у меня 28 идут. Дальше, если есть что-то, допустим, подзаголовок, то 20, текст описания 16 у меня идет. Если какие-то самые мелкие заголовки, у меня уже идет S16, ну и так далее. Просто пока что не хочу заходить слишком сильно в детали, но все-таки, так как я открыл уже этот дизайн, коснусь цвета, хотя цвет это отдельная тема, и ее нужно разбирать отдельно. В первую очередь это контраст цвета, контраст между фоном и самим текстом. Нужно все время иметь в виду, что он должен быть читабельным. Многие дизайнеры, начинающие, делают ошибку, они слишком серым делают цвет на белом фоне или же слишком темным делают шрифт на темном фоне. Есть сайт, который дает проверить контраст. Если забить контраст checker, webaim.org, так, посмотрю комментарии, что здесь. За красную границу возьмись. Окей. Наконец-то. Я исправлю это. Да нет, вроде бы я берусь. Да ладно, пойдет. Так, жалко, шрифты интересовали именно с точки зрения применения логотипов. Окей. Шрифт, который используется то есть на фоне темном, допустим, у нас какой-нибудь вот этот цвет возьмем.
И сам фоновый цвет. Вот, что вот эти показатели нам говорят. Если 2А у нас появляется зеленая штука pass, значит все нормально. 3А это уже AAA, такой стандарт, который очень редко требуется в каких-то сайтах, где прям очень жесткие требования, но это очень редко бывает, поэтому нужно смотреть только на 2А. Если, допустим, у вас фонд, шрифт такой слишком темный, то можно увидеть, что мы не попадаем под этот accessibility, стандарт accessibility. Поэтому нужно все время контролировать вот эту штуку. Либо фон затемнять, либо наоборот сам шрифт осветлять. И все наоборот тоже работает на белом фоне. Так, на красной границе точка посередине. Так, окей. Вот она. Наконец-то. Возвращаемся к приложению. Так, я упомянул моменты с цветом. Дальше будем смотреть примеры композиционные. Это уже два правила или же два принципа, правила внутреннего и внешнего, и также теория графического напряжения. Возьмем какой-нибудь текст. Возьмем какой-нибудь Lorem Ipsum. Я, кстати, не советую в дизайне использовать Lorem Ipsum. Лучше какой-то фейковый текст использовать, чем Lorem Ipsum, потому что он слишком отдален от конечного результата, и сложно бывает оценить сам дизайн. Поэтому дизайнер, он также является и копирайтером в какой-то мере, и когда есть возможность, стоит просто писать текст и делать его удобным для себя, как для дизайнера, и также понятным для пользователя. Вот, мы взяли заголовок и сам текст. В первую очередь мы хотим добавить контраста. Здесь у нас 22, пускай здесь у нас будет 16. Можно еще более драматично сделать контраст, сделать, допустим, subtitle bold. И сам текст у нас остается 16 regular. Касательно композиции, у нас есть правило внутреннего и внешнего, я даже его запишу. Если мы, допустим, подвинем этот текст к заголовку, в данном случае нарушается правило внутреннего и внешнего, потому что данное правило гласит то, что если у нас есть группа элементов, допустим, у нас вот две штуки здесь стоят, и есть третья штука, которая на расстоянии находится, мы визуально посредством этого правила, посредством этого инструмента манипулируем это пространство, показывая то, что
вот эти две штуки, они работают в одной группе, и вот эта третий квадрат, он отдельно стоит. То есть визуальная группировка это то, что, в принципе, работает всегда в дизайне, нужно учитывать. И если у нас, допустим, появляется еще один элемент, допустим, какой-нибудь такой большой, хоть эти три квадрата казались, что вот они оторваны друг от друга, просто по причине того, что появился третий квадрат, который намного больше, то есть суть даже не в том, что он больше, а то, что он дальше находится, эти квадраты начали между собой как-то связываться. Чтобы еще усилить эту связь между ними, мы можем принцип повторения использовать одинаковых элементов. И когда мы повторяем их, мы уже видим, что связь между этими линиями усиляется. Но опять же, все еще у нас вот это правило работает очень слабо, потому что расстояние между этими двумя квадратами меньше, чем расстояние между этими двумя. Для того, чтобы это исправить, мы можем просто-напросто подвинуть, и тем самым эта связь еще улучшится. Либо просто разбить это пространство между ними линией. То есть линия уже будет отделять. И, в принципе, вот так можно увеличивать до бесконечности. То есть, если у нас такая группа есть, потом еще вторая появилась, все это, вот это внутреннее, то есть расстояние вот это внутреннее будет внутри этих элементов, а это уже внешнее. И вот этот принцип действует и касательно текста. Расстояние между, если начинать прям с букв, расстояние между буквами должно быть меньше, чем расстояние между словами. Расстояние между словами должно быть меньше, чем расстояние между линиями. И также расстояние между линиями меньше, чем расстояние между параграфами. Хотя это, опять же, не обязательно. То есть иногда бывает даже такое, но добавлять пространство для параграфов – это более такая лучшая практика. И затем, если мы вот так подвинем этот текст близко к заголовку, мы получаем то, что вот эта группа, по сути, это же одна группа, она приблизилась к заголовку, и расстояние между заголовком и первым параграфом оно меньше, чем расстояние между двумя параграфами. Это тоже получается ошибка, поэтому стоит учитывать этот момент и как минимум делать это расстояние одинаковым, но можно и даже увеличить. Затем касательно высоты строки, по умолчанию чаще всего эта высота бывает слишком плотной, слишком маленькой. Здесь стоит авто. Можно пойти либо посредством процентов, то есть в данном случае 1,5% будет такс, не 1,5%, а как это было? Ну да, 1,5 там должно быть. Тут система, я не знаю, как она переключается между пикселем, он, походу, пиксель сейчас выбрал. Но, в принципе, не суть. Я сам лично использую обычно сами пиксели. То есть, если у меня здесь 16, если размеры идут в пределах от 12 до где-то 18, я сразу же добавляю 10, то есть, если это 16, то 26, и дальше от этого уже смотрю, либо уменьшаю там 24, это может быть 22, либо увеличивать, в принципе, нет смысла, это будет слишком разорванные линии, хоть это и часто делают для такой легкости, я не советую разрывать линии слишком сильно, то есть максимум это 10, и также в зависимости от длины строки, чем длиннее строка, тем выше она должна быть. И есть рекомендация по длине строки. Там варьируется, но примерно это от 40 до
90 символов в строке, учитывая пробелы. То есть, если посчитать, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, 10, допустим, это 10, потом 20, 30, 40, 50, где-то на 50 можно остановиться, но можно и там 60, допустим, сделать, 70. То есть вот эта длина, она более-менее подходит, но если это будет что-то такое, прям в середине этого ранжирования, то это такой самый более-менее оптимальный подход. То есть если у нас длина строки максимальная, то есть близкая к 90, то можно использовать 26, можно даже попробовать 28. Если же длина строки где-то 40, то стоит уменьшить. Можно даже 20 использовать, либо 22. И также это от размера самого, конечно, зависит. Размера шрифта. Почему это так? Потому что когда человек читает строки, то есть переходит с одной строки на другую, если этих строк слишком, если эти строки слишком часто перепрыгивают с одной на другую, то это уже тяжело читать. Постоянно перепрыгивать с одной строки на другую, это сложно. Также, если линия слишком длинная, то контролировать то, на какой строке ты находишься, тоже сложно. Поэтому как раз-таки, когда мы переходим с одной на другую, если мы добавляем больше, это будет легче, потому что разрыв контролировать легче. Так, какие-либо комментарии будут? Окей. Дальше идем. Это касательно правила внутреннего и внешнего. Допустим, у нас есть два параграфа, которые расположены рядом друг с другом. Обычно я предпочитаю, чтобы первый параграф был длиннее, чем второй, либо одинаковым по длине, но не второй длиннее, чем первый, потому что слева более тяжелый элемент идет, а справа он следует тому, что слева. Если мы поставим, допустим, сделаем 14 здесь, если мы поставим заголовок близко к первому параграфу, опять же мы нарушаем правила внутреннего и внешнего, потому что разрывается связь между этими параграфами, появляется связь между заголовком и первым параграфом. Чтобы решить эту проблему, мы можем просто-напросто поднять первый, либо мы можем даже добавить линию, которая будет держать визуально эти параграфы, и тем самым можно точно знать, что этот заголовок, он относится к обоим параграфам. Так, касательно внутреннего и внешнего можно, в принципе, рассказывать очень много. Я коснулся таких самых основных принципов. Но это правило применяется прямо везде. То есть, если я сейчас попытаюсь посмотреть в примерах где-нибудь, как это работает. То есть, например, расстояние между заголовком и дополнительным заголовком меньше, чем расстояние между этими двумя штуками. Расстояние между этими двумя штуками меньше, чем расстояние между линиями и самим текстом, или же оно равно, в принципе, потому что сама линия, она, по сути, у нас же расстояние идет между текстами, а линия, она дополнительно является, поэтому допускать, чтобы линия была такой уже, имела такой же отступ. То есть здесь у меня 8 идет, ну здесь 16, да, действительно, здесь разница есть большая. Что еще?
Или же, допустим, расстояние между картинкой и текстом, и затем следующая картинка, она уже намного больше расстояния имеет. То есть везде нужно думать насчет этого. А касательно правила или же теории графического напряжения, данная теория гласит о том, что если, допустим, у нас есть какое-нибудь полотно, допустим, что-то такое, и мы возьмем какой-нибудь заголовок. Если следовать правилу внутреннего и внешнего, то все будет тяготиться к центру, потому что это более сбалансированный, более сбалансированная часть полотна. И, допустим, мы поставим это сюда. Так как у нас выравнивание слева идет. То есть все будет стремиться к центру. И, в принципе, это как-то более-менее сбалансировано, но иногда хочется просто добавить какого-то напряжения, какой-то динамики, сделать свой дизайн более интересным. Для этого можно просто-напросто добавить менее логичные и добавляющие напряжение отступы. Допустим, у нас это сделаем посередине, потому что это, опять же, отдельная тема, но когда у нас текст имеет большие отступы по сторонам, и у нас больше ничего нет, то есть само полотно вот посередине сам текст находится, то легче работать посередине, то есть выравнивать посередине. Когда же от этого расстояния, это расстояние намного меньше, допустим, мы выравниваем слева, вот так, то в данном случае уже работает лучше выравнивание по левому краю. Но это уже отдельная тема, мы немного отошли. В общем, почему бы, допустим, вместо того, чтобы прям вот близко друг к другу эти штуки ставить, не добавить между ними пространство и тем самым создать это графическое напряжение. Такие вещи можно наблюдать на таких более минималистичных дизайнах, и это не работает на обычных продуктовых дизайнах, это больше работает на каких-то вещах, которые там используются, не знаю, там в каких-то журналах или же сайты, которые более артистичные, нежели какие-то функциональные сайты. Есть дизайнер, который часто это применяет, Женя Рынжук, кажется. У нее можно это часто заметить. Допустим, я сейчас постараюсь найти пример. Вот хороший пример. То есть здесь, так, тут анимация мешает просмотреть, я сделаю скриншот. То есть, по сути, можно было бы просто-напросто сделать большой заголовок, под ним описание, отцентрировать все и нормально. Но здесь специально добавлено это пространство для того, чтобы создать это напряжение. Я не советую начинающим дизайнерам этим заниматься, потому что это более сложная система, и всегда придерживаться правила внутреннего и внешнего до тех пор, пока уже не будете чувствовать себя
комфортно, чтобы работать с напряжением. То же самое, допустим, здесь, вместо того, чтобы выравнивать одинаково 30 пикселей снизу, 30 пикселей сверху, допустим, не знаю, 10 пикселей здесь, или даже вот так. Вместо того, чтобы как-то балансировать таким образом, можно сделать контрасты между сторонами. Допустим, здесь у нас будет 20, здесь у нас будет 50, здесь у нас, не знаю, 140, и снизу огромное пространство. Тем самым мы создаем вот эту градацию размеров отступов слева, сверху, справа и снизу. То есть это тот же самый контраст, о котором я говорил, просто он применяется таким вот образом по краям. Можно видеть, что этот контраст более-менее такой гармоничный, но это я на глаз сделал. Так, это касательно композиции. Дальше мы идем касательно... Так, наверное, я уже перейду к примеру. Это дизайн, который меня попросил один начинающий дизайнер покритиковать, и если есть возможность как-то подправить его. Так, перед тем, как я перейду туда, посмотрю, какие есть комментарии. Окей, никаких комментариев. Если мы сейчас проанализируем данный дизайн, возьмем Page One. И, кстати говоря, я здесь видел UI-кит, но здесь полностью он не прописан. То есть здесь не прописано, какие размеры использованы. Тут просто прописано то, что есть semi bold, medium и regular. Этого недостаточно. Смотрим, у нас есть 72. Дальше это что? 48. Это же 48. 36. 64. То есть уже мы видим слишком много разных размеров. 64. Дальше 36. 36 уже было, кажется. Да. 48. 48. 24. 24. Также разные жирности шрифтов тут есть. Также шрифт с заголовком. С заголовком, имею в виду, с заглавными буквами написаны. Так, кажется, я все покрыл. Ну и мелкие размеры 12, 18. Так, получается, у нас есть тут можно было подвинуть, да, вот этой точкой, или это не работает, можно было поменять местами. Не знаю, почему здесь не работает, но в любом случае без разницы. 72, 72, 48, 64. Это у нас будет 64. 48, 36, 24, тоже 24, но более жирный, 18 и 12. В первую очередь можно просто-напросто упростить эту систему до того, как вообще переходить в этот дизайн, так как вот эта штука, она используется только один раз, можно ее убрать. 72.
letter spacing у нас стоит 0,14. Советую, наоборот, минус поставить. И минус, допустим, минус 3. Или же минус 2. Минус 2 пикселя. Может даже минус 1,5. Дальше 64 нам не нужно. 48, 72, 48, 36. Но 48 еще более-менее можно использовать. Тоже минус, если у нас здесь было минус 1,5, то здесь можно сделать минус 1. Здесь будет 36, значит минус 0,5. Для 24 можно 0 оставить. И для 18, в принципе, пока что 0 тоже оставим. Для 12 сделаем как раз таки плюс 1. Так. Теперь уже, основываясь на этой системе, можно применить эти стили. До того, как я буду применять, можно даже создать эти стили. Насчет высоты строки я пока что не смотрю у некоторых. То есть здесь нормально, вот здесь уже я не смотрел. Здесь 140%, это будет, мне удобнее бывает просто 34 сделать. По сути, это то же самое, да. Добавляем текстовый стиль H1, H2, H3. Это у нас параграф. Это call to action или button, или link, ссылка. Пускай будет button. 18. Это будет caption. Даже нет, это у нас будет параграф 2. Довольно такие большие тут размеры. Но учитывая то, что это такой лендинг-пейдж большой, ну почти что как лендинг-пейдж, можно, в принципе, использовать эти размеры. 18. Вот это у нас будет отдельно стоять button и отдельно будет caption. Так, я не то сделал. Вот он, button. И здесь должен быть caption. Так, посмотрю, есть ли вопросы. Нет. Теперь уже можно расчищать все. Сразу же скопирую эту страницу, чтобы можно было ее изменять. Так. Во-первых, сама шапка, она довольно-таки тесная здесь. Я не буду, опять же, делать такой прям сильный редизайн, потому что это требует времени, требует сначала смотреть нужно задачу, затем референсы смотреть и так далее. Буду максимально простые изменения делать, и чтобы эти изменения дизайнер смог применить тоже сразу же, то есть чтобы ему не пришлось полностью переосмыслять все. Применяем H1 сюда.
применяем параграф сюда. Вот здесь у нас видно, что разница по ширине, это не очень выгодно, поэтому лучше сделать вот так и убрать этот разрыв строки. Затем смотрим на сам визуал. Он немного такой сам по себе. Моя хата с краю. Поэтому можно как-то дать визуальную силу, что ли, этому квадрокоптеру. Попробуем такой самый простой инструмент. Это просто добавить какой-нибудь геометричный шейп на фоне. Допустим, чуть-чуть посветлее. В принципе, нет проблем то, что эта штука пересекает этот фон. Главное, чтобы нормально смотрелось. Ну, это вот чуть-чуть улучшило, но все равно немного слабовато вот эта визуальная часть работает. По крайней мере, это уже как-то связало все в единое целое. Здесь у нас проблема в том, что вот эти края такие разорванные, что ли, или какие-то слабые. Вот справа, вот этот текст справа и также вот этот элемент слева, они как-то конкурируют между собой. И также кажется, что вот здесь слишком тесновато и как-то вот нужно поработать с этим. Можно попробовать просто перенести сначала, будет ли это работать, посмотреть. Затем подвинуть сюда чуть-чуть. Тут есть, наверное, сетка. Эта сетка, не обязательно себя привязывать к этой сетке, можно ее менять под себя. Если две строки не работают, можно уже перейти на 3. Я думаю, что 3 строки здесь будут лучше работать. И что-то такое. В данном случае как раз-таки подпись можно шире делать, чем заголовок. Тяжелее бывает, когда заголовок шире, чем сама подпись. Так, смотрим на саму форму этого текста. Меня не очень устраивает то, что вот здесь вот такая идет штука, как лабиринт, как лабиринт, говорю, как пирамида. Здесь, в принципе, такой пирамиды нет, но немного неудобное пространство здесь появляется. Иногда это можно решать посредством просто изменения текста, то есть не обязательно придерживаться какого-то заголовка, можно под себя менять. Я постоянно замечаю, что дизайнеры боятся работать с текстом, поэтому опять же напоминаю, что нужно над текстом самому дизайнеру тоже работать. Затем вот эта кнопка, она немного не подходит под стиль, потому что она со скругленными краями, а все остальное у нас такое геометричное, поэтому можно было бы либо убрать эти скругленные края, либо придумать что-то более интересное. Сама кнопка просто обводка такая, белая линия, это что-то слишком заезженный такой вариант. Для таких сайтов более креативных следует посмотреть примеры, как можно, допустим, какую-нибудь креативную кнопку задизайнить. Сейчас я просто пытаюсь посмотреть, убрать вот эту резкость линии. Это уже как-то улучшает. В принципе, если, допустим, навести, здесь мог бы быть fill. Так, если
если навести, здесь мог бы быть какой-нибудь цвет красный. Кстати говоря, мы сейчас возвращаемся к теме цвета, контраста. Вот здесь у нас так называемый симультанный контраст появляется, слишком режет глаз, потому что серый он съедает от этого красного. Либо нужно менять красный цвет, либо нужно менять серый фон. Красный, если мы двигаем вверх, он начинает уже терять, опять же, свою силу. Если это будет что-то такое синее, это уже могло бы работать, в принципе. Если обязательно нужно придерживаться красного, если это часть фирменного стиля, то тогда уже нужно работать с фоном. То есть даже вот сейчас он слишком вырвиглазно выглядит, поэтому не советую. В данном случае не очень хорошо работает. На белом фоне, да, нормально. А на темном он слишком режет глаза. Вот, насчет самой кнопки, я ее как-то улучшил, более воздуха дал сверху. Кстати, сам стиль шрифта, он должен быть button. Вот, ну, можно посмотреть. Так, вопросы, как быстро переключить свои слои Figma. Переключить слои. Что ты подразумеваешь под переключить слои? Напиши, пожалуйста. Site Awards – хороший пример того, как просто взять какие-то примеры креативных кнопок, каких-то фишек, элементов и так далее. Я вообще не смотрел, что за сайт здесь последний стоит, но уже вижу, что какая-то кнопка, возможно, это даже не кнопка, но это что-то интересное. Откроем несколько примеров и посмотрим, какие у них есть ссылки, кнопки, какие-то фишки. Да, это не кнопка, это уже просто декоративный элемент. То есть уже видно, что это не просто обводка какая-то, тут что-то интересное, какая-то анимация есть. Если даже просто-напросто скопировать этот элемент, это уже будет работать. Здесь я не знаю, есть какая-то кнопка или нет. Сейчас посмотрим. Тут не видно ничего. Next Project. Но здесь тоже такой ссылка в виде текста, уже минимализм чистый. И все ссылки в виде просто текста, капсом написанный. Тоже в зависимости от стиля очень интересный подход. В данном случае он хорошо работает. Здесь будет что-то более утонченное, я думаю. То есть вот здесь кнопка такая со скругленными углами. В общем, суть в том, что, опять же, нет никаких проблем использовать такую кнопку или же кнопку со скругленными полностью углами, вот такую. Абсолютно никаких проблем, вообще можно ее использовать, и не обязательно стараться каждый раз что-то вообще там странное, какое-то креативное делать. Но также и такой подход не нужно забывать. То есть мы сейчас скопировали. Что-то такое, если бы здесь было, тоже неплохо выглядело. Также вот здесь, допустим, я вижу Read More стоит с полоской. Тут есть потенциал как раз-таки для какого-то креатива. Допустим, при наведении эта штука может меняться местами, или же вот эта полоска может увеличиваться, или как-то двигаться налево, вот так. То есть много чего интересного здесь можно применить. И, кстати, то, что у нас везде эти ссылки таким образом работают, можно применить такую же, а можно сделать два типа. Основной типа call to action будет большая кнопка, а дополнительные ссылки будут такие. Но в таком случае, опять же, нужно иметь в виду, что если бы это было что-то такое, то есть call to action, затем вторичная ссылка такая, то это
иерархия работала бы явно, то есть видно было бы, что это самое главное, это уже вторичное. Когда у нас дополнительные какие-то элементы здесь появляются, то это уже начинает спорить с главной кнопкой. Поэтому либо здесь нужно добавлять что-то еще, допустим, так, здесь у нас идет выравнивание. Я уберу эту группу, чтобы удобнее было редактировать. Уберу вот эту fixed size, чтобы тоже легче было. И добавлю линию справа. Линия уже может быть полностью белой. И сейчас уже можно смотреть 12 между ними. Я автолейаут делаю, Shift-A, и выравниваем по центру. Иногда не очень удобно бывает автоматически по центру выравнивать, потому что высота вот этой линии идет автоматически, а не по краям текста. Поэтому сейчас я не буду пытаться это решить, а просто оставлю вот так, потому что визуально это лучше работает. Затем отступы нужно смотреть по бокам, это будет что-то типа 32, сверху снизу можно по 24 оставить или же по 22. Это зависит, опять же, от того, какую систему отступов вы заносите в свой дизайн. Если это что-то типа основанное на 4 пикселях, опять же, быстро перейду на это. У меня же, кстати, в дизайне это было. Если система отступов основана на 4 пикселях, то есть 4, 8, 16, 24, 32, 48. В дизайне используете только эти отступы. Где только возможно, придерживайтесь этого. Это тоже упрощает работу над отступом везде. Не нужно думать, какой бы здесь применить. Вот, и если бы придерживался я этой системы, то здесь было бы уже не 22, а 24, ну и так далее. Но сейчас не будем зацикливаться на это. Кнопку сделали, окей. Расстояние между этими элементами. Можно сгруппировать текст с текстом и кнопку уже отдельно сделать. Можно также сделать одинаковое расстояние между текстом, заголовком и так далее, и кнопкой. В таком случае более плотно придется делать верстку. Но легче и правильнее все-таки будет сгруппировать текст с текстом, потому что логически это отдельная сущность, а кнопка это также отдельная другая сущность. Опять же, я сейчас не буду полностью пиксель в пиксель все уравнивать, но что-то такое. Затем мы начинаем видеть, что у нас есть какая-то линия, появляется здесь невидимая линия, которая задает какой-то баланс, и основываясь на этой линии можно также и выровнять логотип, и она еще сильнее будет усиливаться. Иногда помогает также пересекать эту линию чем-то другим. То есть, допустим, у нас вот такая линия появилась, и мы, если добавим какую-то горизонтальную линию здесь, и на этой горизонтальной линии поставим что-то еще, допустим, это будет, ну, сейчас трудно будет придумать, что это за элемент будет, поэтому я просто поставлю какой-то объект, дальше уже это можно придумать что-то, что там будет, зависит от самого проекта. То есть я контекст пока не знаю, поэтому просто оставлю таким образом.
ну, не знаю, там что-то, кружок какой-то. Вот этот кружок, он создает дополнительную линию, то есть уже пересечение двух невидимых линий. Это более интересно выглядит, чем просто одна линия. И если вот сейчас уже убрать эти штуки, кстати говоря, вот этот кружок будет выравниваться с логотипом сейчас. Если уже убрать эти линии, то можно уже заметить, какая-то интересная композиция здесь появляется. Можно, допустим, тот же самый поиск поставить сюда. Опять же, стиль поиска – это отдельная тема, там максимально простой стиль я сейчас применяю. То есть сейчас можем видеть, что какие-то связи появляются между объектами. Вот здесь, здесь и так далее. Когда мы начинаем создавать эти связи, система немного усложняется, и для адаптивного дизайна это может быть проблемой. Поэтому всегда нужно проверять в адаптивном дизайне, работает это или нет. Это зависит от того, как выравнивается вот эта шапка и также как этот текст в более мелких размерах. То есть это просто нужно учитывать. Но опять же, вот эти детали я сейчас не буду исправлять. Это тоже очень много всего здесь можно было бы прочесывать. Дальше здесь у нас проблема подбора картинки. Картинка, она в большинстве своем использовать текст поверх картинки – это проблема. Если сама картинка очень чистая, там небо или, не знаю, трава и так далее, трава, которая на расстоянии, то есть не детализированная, тогда можно что-то написать поверх. Когда у нас что-то такое, это уже проблема. Решается тем, чтобы просто подобрать либо другую картинку, либо не делать этот текст поверх. Затемнение в данном случае, да, типа можно сделать затемнение, но в таком случае сама картинка, она теряет яркость, и эту штуку применяют чаще в каких-то мелких карточках, там, где обязательно нужно картинку, им нужно сэкономить пространство, поэтому нужно текст поверх картинки добавить. Здесь же нет необходимости в этом, поэтому, во-первых, я уберу эту штуку, во-вторых, увеличу размер, потому что у нас все-таки такой лендинг большой по высоте, то есть воздуха у нас много, есть возможность применять много воздуха, и это не такой информационный сайт, где нужно прям все вплотную делать. Тем самым можно добиться более эффектных картинок и блоков. Сейчас я так посмотрю, какие-то есть комментарии или нет. Так, почему я не вижу самый нижний? Окей, кажется, он удален. Будем смотреть фотографии. Опять же, в примерах того же Awards, если посмотрим Site of the Day, если найдем какие-нибудь примеры, можно просто попробовать повторить. Вот пример. Вот пример.
То есть здесь легкое затемнение идет картинки, но так как само видео, оно довольно-таки чистое, тут нет слишком больших, слишком каких-то детализированных, мелких, контрастных вещей. Большой такой заголовок, он работает. Посмотрим, что здесь дальше. Посмотрю еще примеры. То же самое, минималистичная такая чистая картинка на фоне. Очень удобно использовать такой же шрифт сверху. И также замечу то, что здесь межбуквенное расстояние большое, и оно сделано специально для того, чтобы добиться этого эффекта какой-то легкости. То есть, опять же, как я говорил, нет такого правила, что нужно уплотнять. Что у нас здесь? То же самое. Хоть вот эта картинка, она чистая, но даже ее чуть-чуть затемнили, чтобы текст очень хорошо считывался. Тут у нас то же самое. Ну, в принципе, этих примеров достаточно. Теперь, что делать здесь? Dreams are born in the sky. Если здесь что-то про небо говорится, посмотрим, какие можно подобрать фотографии. Сразу же пропускаем такие слишком детальные вещи. Вот это, в принципе, то направление, которое нас устраивает, но, возможно, оно слишком минималистичное. Может, какие-то детали и нужны там. Будем смотреть. Вот это интересная фотка. Сейчас. Попробуем применить ее здесь сюда. Обрежем ее. И затемнить можно уже. Сверху добавим черный цвет с прозрачностью, с видимостью в 30%. Мне даже, я думаю, что 18 или 10 даже хватит. Все-таки сейчас я смотрю и вижу, что она чуть-чуть детальная слишком. Поэтому вот этот процесс, он занимает много времени, нужно тестировать и так далее. Но уже какая-то разница есть. Сейчас если мы применим H1 сюда, длинный текст я не советую на картинках вообще писать. Поэтому это можно убрать. Опять же, я не знаю, какую функциональную пользу несет этот блок, или же пользу со стороны контента. Я сейчас не акцентирую на этом внимание, я чисто с визуала смотрю. Поэтому, возможно, эта штука не имеет какого-то смысла, но визуально мы ее прочистили. То есть это уже считывается легче. Выравнивание, опять же, можно было бы слева выровнять, что-то такое сделать.
Но в таком случае напрашивается еще какой-то элемент для балансировки шин, как говорится, справа или еще где-то снизу. Можно даже оставить вот так для графического напряжения, о котором я говорил. Работать по центру – это беспроигрышный вариант для картинок. Поэтому если мы заводим такой стиль, то нужно будет его поддерживать еще дальше. То есть просто один раз в центре использовать текст и все, дальше его где-то не найти, то это уже не очень хорошая практика будет. Так, пересечение одной картинки с другой – это тоже такой довольно интересный прием. Скругление не советую, тут такой стиль, опять же, резкий, контрастный, и пускай здесь будет 0 везде. Да, также нужно учитывать то, что у нас здесь картинки везде разные соотношения сторон имеют. Нужно задать 2, 3, 4 максимум, я бы сказал даже 3 максимум стандарта соотношения сторон между картинками, между высотой и шириной картинки. И дальше это уже применять по отношению ко всем, чтобы не было слишком такого шумного и разнообразного, разнообразной группы картинок. Так, проверю, какие-либо комментарии есть здесь или нет. Вроде нет. Применяем стиль 48H2 и 24, это у нас параграф. Так как у нас 24 было для большого заголовка, я думаю, что здесь можно 18 использовать, параграф 2. Белое пространство – это один из инструментов, который позволяет манипулировать вниманием пользователя. Когда слишком мало этого белого пространства, тот объект, который находится вот между этими, допустим, по соседству с другими, он как кажется слишком тесным, и кажется, что его сложно считать или же не хочется его считывать. Если мы добавим такое хороший отступ между краем сайта и картинкой, то уже композиция начинает дышать. Можем выровнять ее с этой невидимой линией даже. Тут мы сталкиваемся с проблемой того, что все-таки слишком много пространства слева остается. Поэтому, наверное, вернемся обратно к все-таки вот что-то такое, более балансированно работает. Это когда мы, допустим, видим, что окей, здесь нормально работает, а здесь уже по-другому все. Возможно, наше решение по пространству здесь повлияет на решение в шапке. То есть всегда нужно возвращаться и согласовывать эти элементы друг с другом. Допустим, я выровнял как-то так, может я этот заголовок тоже выровняю так, и, возможно, вот эта вторая линия, она здесь уже не нужна, и так далее, и так далее. То есть это постоянный процесс проверки, перепроверки и так далее. Также, что по цвету, я бы сказал, что прям таким серым делать этот текст для данного стиля не обязательно. У нас все-таки какой-то идет прям геометричный, минималистичный стиль, и он чаще всего бывает какой-то более контрастный.
более темный. Я просто взял цвет отсюда, из этого фона, и уже как-то чище стало. Теперь возвращаемся к этой кнопке. Стиль button. По длине эта линия у нас была сколько? 59, 60, допустим. Здесь можно то же самое 60 сделать. Высота 1, ширина 60. Есть такая мелочь, деталь, которая не такая, на самом деле, она не такая уже и важная, но все-таки немного не дает мне пройти дальше эта штука. То есть текст по ширине, он шире, чем вот эта полоска, и хочется, чтобы они как-то совместно образовывали единое целое. Либо текст сделать тоньше, либо полоску сделать толще. А если мы полоску делаем толще, то это может, опять же, привести к дисбалансу. Кажется, что это Grid More, эта кнопка, она прям огромная по отношению ко всему остальному. Попробуем изменить Medium на Regular. И здесь вернуть 1. Я думаю, что это все-таки работает получше. Вот здесь у нас тоже автоматически уже изменения применяются. Дальше по отступам, опять же, на глаз буду пока что делать. Вот этот текст, он ни туда, ни сюда. Его либо сюда нужно привязать, либо как-то отдельно сделать. То есть он два раза связывать текст к одной картинке не советуется. В принципе, вот если взять этот блок текстовый и скопировать его сюда, и просто-напросто текст изменить, уже система появляется. Всегда нужно работать над системой, над последовательностью элементов. Вот здесь у нас такая сложная получается связь между элементами, слишком много разных вещей, непонятно, как работают друг с другом. Чтобы это решить, можно, во-первых, вот этот текст мы пока уберем. Вот эта картинка, она прям слишком агрессивно заходит вверх и создает неудобное пространство справа. Лучше эту картинку связать с этим блоком, дальше работать отдельно. Сама картинка по по соотношению сторон непонятным образом почти что квадратная. Либо делаем ее квадратной, 700 на 700, либо делаем ее, там, не знаю, узкой и так далее. Ну, квадрат оставим, в принципе, нормально. И дальше уже здесь можно задать тоже либо квадрат, либо это уже будут какие-то новые соотношения. Но эти соотношения будут последовательны, опять же. Допустим, 3 на 4 это такое стандартное соотношение. Если мы сделаем, допустим, 300 на 400, мы уже знаем, что это 3 на 4, и дальше можем связать эти края и увеличивать. Это у нас будет 4 на 3. 0.
То есть квадрат 3 на 4, 4 на 3 это вполне хватит. И вообще я сейчас сверяю, думаю, что даже квадрат слишком э, это не такая необходимая вещь, можно даже ограничиться вот этими размерами. То есть если я опять же 300 на 400 сделаю, потом увеличу так. Наложение одной картинки на другую тоже нужно тут быть аккуратным, стараться не заграждать основную информацию одной картинки, поэтому тут нужно, я вижу, что, допустим, здесь сверху меньше информации, чем снизу, поэтому как-то, ну тут тоже вот сама картинка, которая сверху, она должна быть дополнительной, а та, которая снизу, она задает общую форму. Тем самым композиция будет более стабильной. То есть что-то такое могло бы сработать. Потом уже работаем, думаем над тем, как связать между собой эти блоки. Если вот эта картинка будет залезать на этот серый фон, в принципе, какая-то связь появляется. Потом вот над этими углами нужно думать. Может, если здесь размер такой идет 600 на 800, то может здесь уже тоже такой же сделать 600 на 800. Потом вот вторая картинка. Не нужно даже пытаться ее туда как-то добавить, если она плохо добавляется, можно от нее просто избавиться и сделать здесь слайдер. Тоже над слайдерами нужно посмотреть в примерах различных. Я сейчас не буду уже над этим работать, потому что мы почти 2 часа вещаем. Я уже думаю, что пора закругляться. Но, в принципе, вот такой короткий редизайн у нас идет. Можно было бы продолжить дальше, но я думаю, что на этом завершать пора. Посмотрим, какие есть примеры. Примеры, говорю. Я уже засиделся. Вопросы какие-то. Я не вижу здесь каких-либо вопросов. Не знаю, это из-за того, что я не могу проскролить вниз или вопросов реально нет. Так как число зрителей 6, я думаю, их нет больше. Поэтому, иншаллах, будем продолжать дальше в следующих трансляциях. На этом на сегодня все. Джазакум Аллаху хайран, те, которые смотрели. Ассаламу алейкум ва рахматуллах.